23 июля 1981 года жительница Казани, некая Асьма Шараф, обратилась с письмом к самому Брежневу, первому лицу советского государства. Уважаемый Леонид Ильич, обращаемся к вам в связи с изданием книги Ишмухаметова «Социальная роль и эволюция ислама в Татарии», в которой дается ложное освещение деятельности нашего отца Ризаэтдина Фахретдинова. В этой книге Фахретдинов представлен как активный враг социалистического строя. Он обвиняется в антисоветской пропаганде, пособничестве Колчаку в подрывной антисоветской деятельности, в проведении панисламистско-пантюркистской политики, в руководстве антисоветскими выступлениями МУЛ. Эти и подобные им обвинения, по мнению автора обращения, носят тенденциозный характер, что самое печальное, вот уже много десятилетий тормозят изучение творчества Ризаэтдина Фахретдинова. Самое удивительное в этой ситуации заключалось в том, что ни Брежнев, ни его церберы от идеологического блока, ни даже те, кто кропал о нем разоблачительные крамолы, не имели ясного представления о творчестве и общественной деятельности преданного забвению просветителя. Упомянутый казанский автор и подобные ему в кавычках исследователи исполняли идеологический заказ партии, упражняясь в шельмовании ислама и исторического прошлого своего народа. Асьма Шараф в своих воспоминаниях об отце писала: «Из-за того, что отец был муфтием, кадием, долгие годы умалчивали и его научные труды, и само его имя. Мы, его дети, очень хорошо понимали все. Это нас беспокоило, огорчало. Лишь в конце 60-х годов в печати начали упоминать ученого-историка Ризу Фахретдинова. Сегодня многие ученые ссылаются на его труды. Несмотря на то, что многие рукописи утеряны, надеемся, что сохранившееся произведение, наследие отца, будет глубоко изучено татарскими и башкирскими учеными». О том, что он выдающийся ученый, мы, конечно, знали, но о том, какой богатейший архив рукописей остался после него, мы до конца, конечно, не представляли. Он подготовил по меньшей мере 20 томов рукописей своих сочинений. В затхлой атмосфере позднего Советского Союза была смешна сама мысль о том, что прошлое российских мусульман может иметь равноценный с русской историей статус по той простой причине, что оно стояло в стороне от магистрального пути к социалистической революции. Поэтому тысячи книг и рукописей дореволюционных башкирских и татарских поэтов, писателей, теологов и историков были частью уничтожены, частью, как ненужный хлам, пылились в архивах. То, чего не смогли добиться от мусульман за 400 лет их пребывания в составе России русские цари, успешно сделали большевики всего за несколько десятилетий. Они отсекли порабощенные ими народы от животворящих корней их культурного наследия, а затем направили всю мощь своего идеологического и репрессивного аппарата на их ассимиляцию. Результаты этой политики проявились очень скоро. Всего через 30 лет после революции 90% татар и башкир уже не могли ничего прочесть из того, что написали их предки за последнюю 1000 лет. А еще через 30 лет значительная часть этих народов уже не могла разговаривать на родных языках. Ризаэтдин Фахретдинов застал начало этого губительного процесса, который без натяжки можно назвать этноцидом. В середине 30-х годов в состоянии близком к отчаянию он писал: «Сельские имамы, мударисы, муэдзины и шейхи в массовом порядке были отправлены в ссылку. Их дома и все имущество арестовано. Семьи и даже грудные дети брошены среди зимы на улицу. Невозможно описать это несчастье и беду. Если пожелает Аллах, со временем все это будет описано и станет явным». В эти времена имеющиеся в селах богословские сочинения, даже тексты Корана, были конфискованы и отправлены на бумажные фабрики. Тем не менее, он ни на минуту не прекращал своей работы, надеясь, что будущее поколение соплеменников прочтут его труды. Не имея возможности публиковаться, он, что называется, писал в стол.
Глядя на десятки томов рукописного наследия Ризаэддина Фахретдинова, невольно задаешься вопросом, какое послание оставил нам этот великий мусульманский ученый. Чтобы понять это, нужно обратиться в прошлое. Ризаэддин Фахретдинов родился 4 января 1859 года в деревне Кичучат Бугульминского уезда Самарской губернии. Сейчас это Альметьевский район Республики Татарстан, а тогда территория 23-го кантона Башкирского казачьего войска. Вероятно, еще будучи шакирдом медресе, Ризаэддин Фахретдинов задумался над вопросом реформы мусульманского образования. Его не устраивали отсталые формы обучения, при которых 20-летняя учеба сводилась к штудированию Корана и 6-7 книг богословского содержания. Именно поэтому становление будущего ученого проходило не в рамках учебной программы медресе, а путем самообразования. Его пытливый ум за годы учебы и службы в качестве кадии Духовного собрания мусульман России вобрал в себя энциклопедический объем знаний. В 80-х годах XIX века в жизни Ризаэддина произошли 3 события, ставшие судьбоносными. Эпизод 1. В 1884 году ему в руки попала первая всероссийская тюркоязычная газета «Тарджиман», которая была основана Исмаилом Гаспринским. Ну, что касается газеты «Тарджиман», которую издавал Исмаил Гаспринский, конечно, она сыграла роль вот этого первой ласточки, даже, скажем так, да, может быть, даже еще не колокола, а первой ласточки, которая стала просвещать мусульман Российской империи в период как раз после реформ, которые здесь произошли. И вот она в какой-то мере помогла адаптироваться российскому мусульманству к современности. Эпизод 2. В 1886 году, будучи в Казани, он встретился с прославленным казанским историком и мыслителем Шихабуддином Марджани, знакомство с трудами которого сыграло решающую роль в становлении Фахретдинова как ученого. Эпизод 3. В 1888 году, будучи в Санкт-Петербурге, Ризаэддин познакомился с Джамаледдином Аль-Афгани, панисламистом и основоположником исламского реформизма. Он был все-таки уже устоявшимся человеком со своими представлениями. И я вот не могу так утверждать, что идея Джамаледдина Аль-Афгани, это мусульманский или исламский модернизм, или модернизация исламского общества к современным условиям, что они так вот были восприняты Ризой Фахретдиновым безоговорочно. Я думаю, что главное, что он убедился в том, что существуют единомышленники, существуют носители таких идей в мусульманском мире. Это было гораздо важнее, чем воспринять их идеи. Понять, что за пределами России существуют современно мыслящие люди в мусульманском сообществе, и что их идеи не чужды мусульманам Российской империи, вот это было главнее и важнее всего. В 1890 году Ризаэддин Фахретдинов, бывший к тому времени прославленным мударисом медресе, да к тому же автором 5 сочинений на религиозную тематику, был вызван в Уфу муфтием Мухаммедьяром Султановым. Последний, происходя из башкирских дворян, служил в чертежной командующего башкирским войском. Затем был начальником 20-го и 7-го башкирских кантонов. В чине поручика вышел в отставку и в 1885 году был назначен муфтием. Не имея духовного образования, он нуждался в людях, могущих восполнить этот недостаток. Его выбор остановился на Фахретдинове, и тот становится одним из 2 кадиев, то есть судьей, выносящих решения на основе мусульманского права, духовного управления мусульман России и правой рукой муфтия. Асьма Шараф, дочь нашего героя, вспоминает: в Уфе отец по-настоящему занялся научной работой, которая заняла всю его жизнь. Книги, написанные им в Уфе, постоянно издавались в Казани. Например, Тарбиале Ана, Тарбиале Хатын, Сагид, Шакартлик Адабе, Насихат в нескольких томах, Салима, Асьма, Асар и другие. Многие из них переиздавались по нескольку раз. В этот период Ризаэддин Фахретдинов проявляет себя как талантливый писатель. Риза Фахретдинов әдәбиятыбызды үстерүдә искиткеч зур роль уйнаган кеше. Ысын мәгънәһендә безнең
прозабызды эпик Ризаэддин Фахриддинов сыграл выдающуюся роль в истории нашей литературы. Нашу прозу и эпические жанры он поднял на профессиональный уровень. Он впервые создал объемные эпические произведения, органичные соединения, содержание и формы которых делали их подобными лучшим произведениям русской классической литературы. В статье польского журналиста, опубликованного в Уфимских губернских ведомостях, Ризаэддин Фахриддинов был назван лучшим из башкирских писателей-прозаиков, а его сочинения названы блестящей сатирой на предрассудки башкуртов и татар. В этот период он тесно общается с башкирским писателем и просветителем Мухаммедсалимом Умедбаевым, также работавшим в духовном управлении мусульман. Во время одного меджлиса в доме муфти Султанова он стал свидетелем поэтического поединка между Умедбаевым и другим башкирским поэтом Мифтахиддином Акмуллой. Несмотря на свой рационализм, Ризаэддин Фахриддинов становится мюридом выдающегося башкирского суфийского шейха Зайнуллы Расулева, который парадоксальным образом соединял в своем учении мистицизм и приоритет умопостигаемого знания. Его мадресе Расулия было едва ли не лучшим мусульманским учебным заведением России, которое для Фахриддинова было образцом гармоничного синтеза многовековой традиции и современных светских наук. В этот период Ризаэддин Фахриддинов приобретает общероссийскую известность не только как талантливый писатель и публицист, но и как общественный деятель. На созванном в 1905 году в Уфе Совете улемов, то есть мусульманских законоведов, он предлагает проект реформы мусульманского общества России, создание единой исламской нации, подчиненной своей религиозной, общественной и культурной деятельностью исключительно шейх-уль-исламу, руководителю обновленного духовного управления мусульман. Принятие этого проекта означало бы признание национально-культурной автономии мусульман, что было бы весьма революционным шагом для 1905 года, согласись с ним царское правительство. Мусульмане надеялись, что правительство пойдет навстречу их пожеланиям. Но они ошиблись относительно степени толерантности политической элиты России по отношению к ним. Проект Фахриддинова не был принят. Окончательно разочаровавшись в возможности конструктивного диалога с правительством, Ризаэддин Фахриддинов решает оставить должность кадия. Несмотря на творческую плодотворность своего первого уфимского периода деятельности, он тяготится обязанностями официального лица и мечтает сосредоточиться исключительно на науке и писательстве. Поэтому, когда в 1906 году известные татарские богачи и меценаты, братья Ромеевы, Закир и Шакир, стали выпускать в Оренбурге газету «Вакыт» «Время», он, не задумываясь, откликнулся на их приглашение стать сотрудником нового печатного органа. В 1908 году Ризаэддин Фахриддинов становится главным редактором вновь учрежденного журнала «Шура» «Совет», ставшего центром культурной жизни мусульман Урала-Поволжья на целых 10 лет. По охвату читающей публики и спектру поднимаемых проблем новое издание превзошло своего идейного предшественника, газету «Тарджиман». Журнал часто подвергался критике за концептуальную эклектичность, однако в этом заключалась и сильная сторона издания, ибо широкий спектр тематики позволял ориентироваться на вкусы максимально возможной читательской аудитории. Журнал ғилми, мәдәни, рухи барометры көз алдына басып кеттің. С этой точки зрения журнал является своеобразным барометром научных, культурных, духовных веяний, охвативших общество. Глядя на журнал, можно себе представить, чем дышало тогдашнее общество, что думал какой-нибудь начальник, судья, миллионер или простой человек. Из всего этого можно заключить, какие духовные процессы протекали среди мусульман. Барометр көз алдына бастырға булышлык ите журнал. На страницах журнала делал свои первые литературные шаги башкирский поэт Шейхзада Бабич, татарский писатель Галимджан Ибрагимов. Активно печатались Мажид Гафури и Габдулла Тукай.
Ризыддин Фахриддинов впервые опубликовал произведения таких поэтов, как Шамсиддин Заки, Абдулманих Каргали, Гебатулла Салихов. В ситуации, когда подавляющее большинство татар и башкир не владело русским и европейским языками, именно журнал «Шура» стал своеобразным окном в сокровищницу мировой культуры. Публикации очерков об Аристотеле, Платоне, Рене Декарте, Спинозе, Беконе и других ученых редактор как бы демонстрировал, что тюркский язык в состоянии быть языком науки. Ну и кроме того, он ведь консолидировал вокруг себя какую-то общественность, что делает каждый печатный орган, а сейчас, допустим, там интернет-орган. Они все консолидируют вокруг себя представителей одного мышления, одного образа мыслей, или просвещают и делают их таковыми. Поэтому трудно переоценить здесь роль Резы Фахриддинова как величайшего просветителя российского мусульманства. Ризыддин Фахриддинов с упорством одержимого продолжает свою многогранную деятельность. В свободное от редакторских обязанностей время он продолжает свою многотомную энциклопедию «Асар», ставшую бесценным источником по истории Урала-Поволжья. Энциклопедия «Асар» со всех сторон, будь то культура, литература, история, этнография, религиозные науки, является важнейшим источником для исследователя. В «Асар» систематизированы различные известия, новые факты, собственные выводы Ризыддина Фахриддинова и многое-многое другое. Поэтому в будущем мы обязаны издать этот фонд. В 1908 году Ризыддина Фахриддинова посещает молодой Ахмед Заки Валидов, будущий основатель Башкирской республики. В этом году в Оренбурге стал выходить журнал «Шура» под руководством выдающегося ученого Ризыддина Фахриддина, пишет он в своих воспоминаниях. Он принял меня как взрослого. Я поведал ему о своих колебаниях, учиться ли мне в русской школе или отправиться в Сирию. Он посоветовал остаться в своей стране. Совет оказался правительским. Его талант историка в полной мере раскрылся в сочинении «Булгарские и казанские тюрки», которое было написано уже в 30-х годах и не публиковалось при жизни автора. Для Резы Фахриддинова история Булгарии является самой любимой и сокровенной темой изысканий, отрадой души, тосковавшей по великому, но утраченному прошлому родного народа. Волго-Камская Булгария по Фахриддинову – это исток всей мусульманской цивилизации Урала-Поволжья. Этническая колыбель казанских тюрков, башкир, мишарей, тептерей и чуваш. Он отрицает татарскую идентичность поволжских мусульман, начавшую складываться в начале XX века, ибо ассоциацию потомков булгар с монгольскими завоевателями, разрушителями аббасидского халифата и Волжской Булгарии он считал грубейшей исторической ошибкой. В связи с его воззрениями в значительной степени теряет смысл спор казанских и уфимских исследователей о его этническом происхождении. Если взглянуть на его паспорт, выданный в 1916 году, копия которого хранится в Оренбургском государственном архиве, то там черным по белому в графе «Национальность» написано «Башкир». А в это время Ризыддин Фахриддинов был широко известной личностью. Или взять его паспорт 1930 года, выданный в советский период. Там также Ризыддин Фахриддинов записан башкиром. Так или иначе, согласно данным ревизии 1859 года, Ризыддин Фахриддинов причислен к тептярам, разнородной социальной группе населения Башкирии. Именно поэтому в ряде анкет и формулярных списков он определяет себя как тептяр из числа башкир. В его идеалистической концепции единой мусульманской нации нет места отдельно взятым татарам, башкирам, тептярам и мишарям. Все они единый миллят. Нация, являющаяся частью великой мусульманской уммы. Вот, кстати, интересный очень вопрос отношения Резы Фахриддинова к делению мусульманского сообщества Урала и Приуралья на татарское и башкирское. Оно для него, конечно же, было неприемлемым. Он абсолютно был абстрагирован от такой постановки вопроса. Критикуя европоцентризм в исторической науке,
преклонения перед Западом, отстаивая незыблемость исламских ценностей, он тем не менее понимал, что мусульманское общество нуждается в модернизации всех сторон жизни. Религиозному сознанию татар и башкир претили многие аспекты джадидской реформы, поэтому кто-то должен был взять на себя ответственность и ее теологического обоснования. Эту задачу с успехом выполнил Ризаэддин Фахретдинов, крупнейший мусульманский мыслитель Урала-Поволжья начала XX века, в основе философских воззрений которого лежала идея о том, что ислам – это вера, покоящаяся на разуме. Ризаэддин Фахретдинов выступает против таклида, то есть слепого следования авторитету, утверждающему, что врата иджтихада, то есть возможность самостоятельного вынесения суждений в области теологии, после великих учителей ислама эпохи Средневековья давно закрыты. Мирза Фахретдинов считает бессмысленным спор о допустимости или запрещенности иджтихада, так как именно под влиянием убеждения, что иджтихад прекратился, в мире ислама погибла свобода мысли и наступил упадок мусульманской цивилизации. Пришел роковой 17-й год. Мусульманская реформация, подготовленная Резой Фахретдиновым, могла быть осуществлена лишь эволюционным путем и мирными парламентскими средствами. Поэтому, когда началась революция, тюрко-мусульманские реформаторы были сметены в сторону страшным взрывом насилия, прокатившимся по России. На этот вызов истории сумели дать ответ лишь Ахмед Заки Валиди и его соратники, осознавшие, что на насилие нужно ответить адекватным насилием и защитить народ от красного террора. В декабре 1917 года в Оренбурге состоялся учредительный курултай башкирского народа, на котором Ризаэддин Фахретдинов был избран членом башкирского предпарламента. Через 9 лет состоялась последняя встреча Резы Фахретдинова с отцом Башкирской республики Ахмед Заки Валиди. Вот как ее описал в воспоминаниях сам Валиди. Ризаэддин Фахретдин в 1926 году по пути в хадж останавливался в Стамбуле и жил в гостинице «Саматия». Он вспоминал о нашем разговоре в Оренбурге в 1908 году и в своем совете учиться на русском языке. «Было бы очень жаль, если бы вы тогда не остались в России», — сказал он. «Ибо, если вы тогда отправились в Сирию, не смогли бы выполнить ту историческую миссию, которую совершили в годы революции среди восточных тюрков». Захват большевиками Оренбурга в начале 1918 года положил конец его многолетней деятельности в качестве редактора журнала «Шура». После всех перипетий революции и первых лет гражданской войны ему просто пришлось возглавить то, что осталось от бывшего Оренбургского Магометанского духовного собрания здесь, в Уфе. И в 1923 году на съезде мусульманского духовенства, который в Уфе состоялся, он был избран муфтием. И время было самое неблагополучное для религии особенно. Но, в частности, в 1923 году было принято постановление об обязательной регистрации всех членов мусульманских общин, всех прихожан, регистрации всех мечетей. И НКВД неукоснительно вот это постановление выполняло. Соответственно, производилась такая некая перепись всех мусульман, всех мечетей, всего имущества мечетного. В 1924 году началось первое наступление большевиков на ислам. Мадресе перестают играть роль начальных и средних учебных заведений, каковую исполняли несколько веков, и превращались в воскресные школы, где можно было обучаться сугубо по желанию. Но это было только начало. Фахретдинов делает отчаянные попытки спасти мусульманское образование, письменность, в конце концов, тысячелетнюю мусульманскую культуру Урала-Поволжья. Ну и 1936 год наконец наступил. Было возбуждено дело о заговоре в Цдум. И все члены духовного управления, все члены Совета улемов, все сотрудники Цдум были в массовом порядке арестованы, обвинены в заговоре против советской власти. И сам муфтий 12 апреля скончался
был похоронен здесь, вот на мусульманском кладбище. И как только он умер, эти аресты сразу начались. И вот с конца апреля до октября были арестованы все члены духовного управления, были арестованы оставшиеся в живых также члены духовного управления Башкирского. В декабре 1936 года уже были многие члены Центрального духовного управления расстреляны. Остальные были приговорены к разным срокам и к высшей мере наказания в течение 1937 года, но к 1938 году фактически никого не осталось. С тех пор прошло 70 лет. Долгих 70 лет забвения и беспамятства, проведенных под наркозом большевистского дурмана. Глядя на рукописные книги Ризаэддина Фахретдинова, которые он писал в трагические 20-е и 30-е годы, нельзя не поймать себя на мысли, что автором этих строк двигала надежда. Надежда, что его произведения когда-нибудь прочтут благодарные потомки. И эта надежда сегодня обретает реальные очертания.